обычной повестке по социально-экономическому положению республики. Социально-экономическое развитие республики, итоги и планы обсудили на встрече президента Владимира Путина с главой Ингушетии. День немец наступает, а ночь мы наступаем. Отбиваем вот эти все атаки. Город с героической историей и воинской славой Малгобек. С него мы начинаем цикл сюжетов о Великой Отечественной войне. Сейчас уже блок нам привезли. Наверное, все получится. Наверное, и дом построим дальше. Хороша помощь в нужное время. Благотворительный фонд «Солидарность» помог еще нескольким семьям стройматериалами. Пусть пасутся в другом месте. В Икажево разбирались с присвоением земли, отведенной под пастбище. Привезли 3 спектакля для зрителей. 100 тысяч «Почему?», «Коза Дереза» и «Лиса-разбойница». «Коза Дереза» в исполнении мордовских актеров. В республику с гастрольным туром приехал творческий коллектив Русского драмтеатра. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. В школах республики удалось полностью ликвидировать трехсменную форму обучения, а двухсменка сократилась более чем на четверть. Об этом глава Ингушетии Юнусбек Евкуров доложил президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Подмосковье. Здесь также обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. В частности, руководитель субъекта подробно доложил об экономических показателях и развитии сферы здравоохранения. Благодаря в том числе введенным в эксплуатацию новым объектам детская смертность в республике сократилась в 2 раза. Валовый региональный продукт вырос на 1,7%. По индексу промышленного производства Ингушетия находится на 7-м месте по России и на 2-й позиции в СКФО. Поговорим по обычной повестке по социально-экономическому положению республики. Мы по итогам по валовому региональному продукту выросли на 1,7%. По индексу промышленного производства мы находимся где-то на 7-м месте по России и на 2-м месте по СКФО. Это на 15... По темпам роста. По темпам роста, да. Поэтому хорошие результаты по агропромышленному комплексу. Но особо хочу сказать, конечно, мы без социалки, так как исторически мы довольно серьезно вставали по социалке. До 15,4 там, до 7% снизили смертность. Да, она еще высокрыли эти деньги. Остальные отсеяны по разным причинам, в том числе из-за несоответствия. Весь общественный транспорт республики за 1,5 года работает на газомоторном топливе. Это очень хорошо. Мы специально заказали на Нижегородском заводе именно переоборудовали на газомоторное топливо. И с помощью Роснефти мы в этом году начинаем строительство 3 газовых еще новых автозаправочных станций. Поэтому здесь тоже хорошая динамика. Но по сектору экономики я бы хотел представить альбом. Буквально мы за, скажу, короткое время, за 6 лет построили более 490 объектов. Если брать по школе, садики, мы строим по новому облику после госсовета провели. А если брать по сектору экономики, на последних страницах, сколько мы предприятий открыли. Мы с Владимиром Кузнецовым открыли завод по переработке по алюминиевым профилям, открыли завод по сухим смесям. Это же более 250 рабочих мест только на 2 этих предприятиях. По агропромышленному комплексу у нас один из лучших ОРЦ в стране, 39 тысяч тонн хранения. Уже сегодня, к концу 2019 года, 60 тысяч тонн хранения. Это САД-гигант Ингушетии. И тепличный комплекс. Поэтому, конечно, реальный сектор экономики мы поднимаем, потому что туристическая отрасль. Мы первые запустили горнолыжную трассу, после там уже исторически важных там Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. У нас горные бассейны единственные в стране, в Среднегорье бассейны после советского образца Кисловодского. 25-метровые с трамплинами, в том числе крытый бассейн. Конечно, работаем во всех направлениях. Как-то мне задавали вопрос по собственным доходам. Многие школы, садики построены, в том числе за счет собственных доходов. Но у нас больше эти деньги доходят идут на содержание объектов.
Для улучшения социально-экономических показателей в Ингушетии проводится колоссальная работа. Построены сотни объектов. Ведется работа по снижению безработицы и улучшению качества жизни. На новый уровень вышли все сферы жизнедеятельности – здравоохранение, образование, культура, спорт, сельское хозяйство, туризм. О созидательном курсе во благо народа репортаж Ирины Тичоевой. И снова школа, и снова открытие. За последние годы в регионе настоящий строительный бум. И все благодаря помощи федерального центра. Республике удалось на 27% снизить двухсменку и полностью ликвидировать трехсменный график обучения. Так, в 2017 году в регионе завершено строительство 7 дошкольных и 9 общеобразовательных учреждений. И очень прекрасно, что за этот короткий промежуток времени здесь, в городе Карабулаке, появилась новая школа. Она создаст хорошие условия для учителей, которые смогут действительно вам дать те знания, которые помогут вам быть достойными гражданами своей республики, помогут быть вам достойными гражданами нашей великой России. Но самое главное, дают вам возможность, чтобы ваши мамы и папы вами гордились, чтобы вы действительно оправдали их надежды, чаяния. Впрочем, уверенными темпами развивается и самая важная отрасль здравоохранения, благодаря в том числе введенным в эксплуатацию новым объектам. В июне прошлого года в Ингушетии открылся перинатальный центр. Здесь функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Центр оснащен современными высокочастотными аппаратами, которых в республике до этого не было. С момента запуска ингушские медики сумели снизить младенческую смертность почти в 2 раза. Благодаря новому центру удалось оказать 3-уровневую медицинскую помощь. Я вижу колоссальные изменения в лучшую сторону. Если 4 года назад мы говорили с Юнусбеком Бамангиреевичем о том, сможем ли мы выстроить систему 3-уровневую, мы говорили, давайте ставим перед собой задачу сделать 1-й и 2-й уровень. А мы выстроили 3-уровневую. И уже сейчас Ингушетия имеет свои собственные высокотехнологичные центры. Я хочу сказать сегодня огромное, просто низкий поклон и огромное спасибо от всего нашего народа вам, за вот такой подарок нам. Сектор экономики – это отдельная ступень развития нашего региона. Так Лев Кузнецов и Юнусбек Кевкуров открыли сразу несколько предприятий. В присутствии высоких гостей состоялась торжественная церемония открытия 2-й очереди завода по изготовлению алюминиевых профилей «Риак». Предприятие располагается в промзоне Али-Юрта. Также открылся и в этом году завод по производству сухих строительных смесей в Карабулаке. Вот в эксплуатацию этих объектов обеспечил жителям республики 250 рабочих мест. Говоря об агропромышленном комплексе, в регионе функционирует один из лучших оптово-распределительных центров в стране. Благодаря созданным условиям самой современной производственной техники завод может хранить 32 тысячи тонн фруктов. А к концу 2019 года возможности намного увеличатся. Словом, реальный сектор экономики в регионе на лучшем уровне. Я прекрасно отдаю себе отчет, насколько потребовалось сил, и стараний, и финансовых средств, и воли, и непосредственно инвестора, и непосредственно руководства республики, и всех тех, кто трудился своими руками, создавал это чудо. Это будет во многом украшением вашей республики. Это будет украшением нашей страны. Еще одно динамично развивающееся направление – туризм. Ингушетии удалось запустить горнолыжную трассу после уже исторических в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Благодаря курсу мира и созидания за последние годы регион стал передовым во многих направлениях. И на этом останавливаться мы не собираемся. Дальше новые высоты, которые мудрый народ, заслуживший свое настоящее, обязательно покорит. Ирина Тичоева, Халид Абриева, Светлана Томова. Новости 24. Юнусбек Кевкуров на встрече с депутатом Госдумы, председателем Совета регионального общественного фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан Ильдаром Бикбаевым обсудили сотрудничество в ходе нового поискового сезона в Ингушетии, который открыла Общероссийская общественная организация «Поисковое движение России». Стороны обсудили итоги работы поисковых отрядов в рамках Всероссийской вахты памяти 2018.
С 9 по 15 апреля в Ингушетии шли работы по поиску защитников Отечества, павших в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции. В ходе экспедиции участники определили местность для полевых поисковых работ, которые пройдут с 18 по 23 июня. По словам главы региона, защита Малгобека, отнесенная к 36 наиболее важным стратегическим оборонительным операциям, сыграла важную роль для защиты грозненских и бакинских нефтепромыслов от захвата врагом. Ильдар Бикбаев отметил, что поисковое движение России является самой крупной организацией в стране, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Рад видеть, мы уже не раз уже встречаемся. Тем более ваш визит, он уже такой связан с хорошими событиями в плане возрождения памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны, в преддверии 9 мая, защищал нашу страну. И вот поисковый отряд, в том числе Республики Ингушетия, находит некоторые захоронения, находит людей, героев, которые в годы Великой Отечественной здесь, на этом направлении. А Малгобекское направление – это было стратегическое направление. Одна из 36 стратегических оборонительных операций всего за Великую Отечественную было 36. Так же, как и Сталинградская, Московская стратегическая оборонительная операция, 36 их было. А так простых оборонительных операций было 1000. Вот стратегических было 36. Вот одной из этих стратегических оборонительных операций это был Малгобек. Почему? Потому что на направлении Малгобека решалась в том числе судьба выхода немцев к Грозному, к Баку. Это ключевые нефтепромыслы, которые обеспечивали и механизированные корпуса, и летные дивизии, в том числе. Конечно, поэтому здесь на этом направлении именно, в том числе, насколько я слышал, уже нашли, в том числе представителей славного башкирского народа. Да. Поэтому это тоже вот такое памятное событие, поэтому рад видеть и надеюсь, что вы с хорошими впечатлениями едете с республики. С отличными. С отличными. Являемся инициатором проведения Всероссийской вахты памяти на территории Северного Кавказа именно в рамках увековечения пропавших без вести погибших солдат, офицеров, генералов, для того, чтобы молодежь ориентировалась на нашу работу, на патриотическую работу. Проект называется «Заоблачный фронт». И идея проекта состоит в том, что его периодически проводить в разных субъектах Российской Федерации на территории как раз наших республик, наших областей на территории Кавказа. И здесь мысль пришла следующая, что каждый субъект Российской Федерации должен знать, в том числе, кто из солдат и офицеров отдали свои жизни, в том числе на Малгобекском стратегическом участке. Потому что более 120 тысяч отдали жизнь именно за то, чтобы не пропустить фашистов, именно, как вы сказали, стратегическому ресурсу. Я скажу, что вот только уроженцев Башкортостана по нескольким дивизиям, которые мы так нас посмотрели, в процессе вчерашнего дня посмотрели, около 100 человек числится погибшими, пропавшими без вести, именно только на одном участке по нескольким дивизиям, по 2-3 дивизиям. А на этом участке воевала целая армия, 58-я армия. Соответственно, если проанализировать и каждому субъекту дать выборку по всем пропавшим без вести, погибшим именно посубъектно, и затем объединить их в этот проект «Заоблачный фронт», мне кажется, это было бы очень серьезным таким продолжением сегодняшней нашей встречи, сегодняшней поездки. То есть я готов с точки зрения методической помощи, еще какой-то организационной и совместно с нашим объединением общественным также дальше работать.
Малгобекская оборонительная операция явилась поворотным событием в битве за Кавказ. В течение месяца в результате ожесточенных боев город 14 раз переходил из рук в руки. И эти дни навсегда вошли в историю ингушского народа. В итоге враг все-таки отступил. О том, какой ценой Малгобек заслужил звание «Город воинской славы», в репортаже Хади Добриевой. Ни домов, ни дорог, ни даже деревьев. Таким до сих пор помнит Малгобек, один из его героев-защитников. Хизир Гулуев попал на фронт в 16 лет, в 42-м. Здесь плечом к плечу с боевыми товарищами пулеметчик, не уставая, обрушал огонь на неприятеля. Я был пулеметчиком здесь, Максим, танковый пулемет. И смотрите, дружба какая была. Осетин я, украинец Барсила, Орехов, чуваш, русский этот. Вот 5 национальностей, 5 человек на одном станке, как братья мы воевали, шутили и так далее, и так далее. Мы поняли свой долг перед Родиной. От души. Все памятные мероприятия, годовщину освобождения Малгобека и День Победы ветеран всегда встречал в родном городе воинской славы вместе с однополчанином и боевым товарищем Алаудином Шадиевым, еще одним защитником Малгобека. Только в этот раз все будет по-другому. В конце прошлого года Алаудина Шадиева не стало, а 3 января этого года Малгобек отметил ровно 75 лет со дня освобождения от немецких захватчиков. Взрослые рассказывали, какие были жестокие бои в Малгобеке. В честь этого его назвали «Город воинской славы». В годы войны Малгобек стал символом всесоюзных рекордов по добыче нефти. Забыв о сне и отдыхе, труженики тыла добывали нефть и строили оборонительные сооружения. И только пушечная канонада над Тереком прервала эту работу. Немецкая танковая армада, войдя на территорию нынешней Ингушетии, устремилась к Малгобеку сразу с 3 направлений. В сентябре 1942 года на Малгобек обрушились 1000 тонн бомб и снарядов. В городе добывали высококачественную нефть, одну из лучших в СССР. Она шла исключительно на производство авиационного топлива. Не случайно в битве за Кавказ германское командование поначалу придавало даже большее значение, чем Сталинграду. Но советские войска нанесли поражение танковой армии противника и сорвали план гитлеровского командования по захвату бакинских нефтяных месторождений. Нефтяной голод, можно сказать, вот, в принципе, это и остановило их здесь. А наша задача, конечно, была, чтобы не дать им сделать этот глоток нефти. Ингуши, жители Малгобека, работали на нужды фронта и помогали выхаживать раненых. Когда нефтяники уходили на фронт, им на смену вставали женщины, старики и дети. 80 000 человек рыли к западу от города противотанковый ров длиной в несколько километров. Харчи Гандалоев в свои 10 лет был участником Малгобекской оборонительной операции. Мальчик помогал защитникам как мог, подавал патроны солдатам и вместе со взрослыми рыл траншеи и окопы. Ширина 2 метра, глубина. Уж траншеи, чтобы сопротивляться немецким солдатам, не переходить через траншеи. Копали старики, мы там помогали. Вражеское наступление было стремительным. За несколько дней были захвачены Ставрополь, Армавир, Краснодар. 25 августа пал Моздок. А в начале сентября вышли на подступы к Малгобеку. Газета «Красная звезда» писала о боях у Малгобека. Здесь завязался важнейший узел событий второго года Отечественной войны. От исхода боев на юге зависит судьба Отечества. Очевидцы событий вспоминают, что на терских ребят было страшно смотреть. Склоны были усеяны солдатами и нашими, и немецкими. Город был полностью разрушен, но нефть противнику не досталась. День немец наступает, а ночь мы наступаем. Отбиваем вот эти все атаки. Атака за атакой. Танки идут, пехота идет, цепями отбиваем. Самолеты нас бомбят. Дети, женщины, старики трупы собирали. Очень много улегли, но победа выиграли. Победа выиграли. Без потерь война не будет.
Шестую Малгобекскую школу захватчики превратили в крепость. Ее выгодное расположение на возвышенности давало противнику немалое преимущество. Для них был хороший обзор, потому что все 4 стороны видны были как на ладони. Наши войска находились в низменности Терского хребта. На высокой горе находились немцы. Но на первом этаже у нас в школе находилась конюшня. На втором этаже было как и отдых, и обстреливание солдат по нашим войскам. А третий этаж был для генералов и для офицеров. Исход Малгобекской оборонительной операции оказал серьезное влияние на боевые действия под Новороссийском. В самый напряженный момент противник был вынужден перебросить на кавказское направление дивизию «Викинг», ослабив тем самым свою 17-ю армию. В энциклопедии 1954 года дается очень высокая оценка Малгобекской оборонительной операции. Просто я бы хотела зачитать, буквально процитировать, что сказано в этой энциклопедии. В ходе Малгобекской оборонительной операции войска Закавказского фронта активной и упорной борьбой не только сорвали захватнические планы врага на Кавказе, но и не позволили ему осуществить переброску сил с Кавказа под Сталинград, что явилось одним из условий для последующего полного разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В музее Малгобека хранится огромный фонд фотографий его защитников. Майор Филиппов командовал крупнейшим танковым сражением на Кавказе. Владимир Петров, впоследствии герой Советского Союза, был в том сражении командиром танка. Было 4 против 60 танков противника и мотострелковой роты. И в этом бою они, используя то, что у них было более удобное место маневренное, они смогли в этом бою уничтожить около 35 танков противника. А Петров лично со своим экипажем уничтожил 14 танков противника и почти до роты пехоты. За 4 месяца боев немцам так и не удалось захватить город. Они заняли его западную часть, но продвинуться дальше уже не смогли. Именно здесь был положен конец немецкому наступлению на Кавказе. А в начале января 1943-го перешедшие в наступление советские войска начинали освобождение Кавказа. Мне силы больше было, но все равно наши ребята сильнее были. Ценой огромных потерь Малгобек и Сталинград не покорились врагу. В 2007 году указом президента Владимира Путина за мужество, стойкость советской армии и героизм ингушей городу Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы. Хади Добриева, Зарима Илоева, Хава Султыгова, Новости 24. В России появится социальная реклама о безвозмездном донорстве. Этой теме в 2018 году посвящен всероссийский ежегодный конкурс соцрекламы «Новый взгляд». Работы победителей покажут на всех информационных каналах. Это уже 9-й конкурс по счету. Участники соревнуются в 2 номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик. Аудитория конкурса – молодые люди от 14 до 30 лет. Награждение победителей состоится в ноябре. Самое главное, чтобы социальная реклама работала, ее видели люди и задумывались о ней. А вот фонд «Солидарность», созданный по инициативе главы Ингушетии, не нуждается в рекламе и продолжает творить добро. На этот раз фонд помог строительными материалами 2 малоимущим семьям. Проблемы с отсутствием жилья многие годы испытывают Героевы из Назрани и Цуровы из Яндари. С просьбой о помощи они обратились в благотворительную организацию и получили надежду, что скоро обретут свои дома. 3500 блоков угрожают прямо во дворе будущего дома Героевых. Фундамент семья своими силами заложила еще год назад. Тогда удалось приобрести землю в новостройках Назрани за каналом. Но на большее ни сил, ни средств не хватило. В фонде «Солидарность» о трудной жизненной ситуации семьи узнали 2 года назад и решили помочь со стройматериалами. Сейчас уже блок нам привезли. Наверное, все получится. Наверное, и дом построим дальше. Своего дома у Героевых пока нет. Живет Ханифа вместе с сыном и его семьей в центре города, куда переехали несколько лет назад. На первое время пришлось обустраиваться в помещении под магазин. Соседка приютила. Позже пристроили рядом щитовой домик. Сотрудники фонда привезли для них еще и цемент. В ближайшее время и песок подвезут. Семья обратилась к нам в 2016 году. Стояли на очереди, потом мы выехали по очередности, посмотрели, в каких условиях живут. Сын работает у Ханифы, сам инвалид, он хотя подрабатывает.
не сидит на месте, что-то делает. Купили земельный участок, потом залили фундамент. И исходя из этого, правлением фонда было принято решение предоставить материал для постройки стен. О собственном уютном доме мечтают и Цуровы из Яндари. Неожиданному приезду сотрудников фонда «Солидарность» здесь безмерно рады. Главе семейства хоть и трудно долго стоять на больных ногах, но считает, поблагодарить гостей лично за оказанную помощь просто обязан. Стройматериалы для крыши будущего дома сотрудники фонда выгружают и аккуратно складывают во дворе. Семья из 10 человек уже 8-й год ютится в этом маленьком вагончике. Как такового дохода у них нет. С продуктами питания помогают в основном благотворительные фонды и неравнодушные соседи. Строить новый дом начали на средства мат-капитала еще 6 лет назад. Заложили фундамент и возвели стены. А дальше работа надолго застыла. Впрочем, теперь, говорит Зина Цурова, когда им привезли необходимые стройматериалы, и работа пойдет намного быстрее. Они к нам обратились за помощью, чтобы установить крышу. Вот, направление фонда было принято решение закупить лес, профнастил, все необходимые комплектующие. И вот сегодня привезли этот материал. Семья многодетная. За 3 года своего существования фонд «Солидарность» помог улучшить жилищные условия больше 230 семьям. Без внимания не остается ни один обратившийся. Помогают в порядке очереди. А тем временем помощи от благотворительного фонда ждут больше 1000 семей. Хазя Добриева, Мейрбек Миржоев, Новости 24. Завтра стартует Всероссийский форум «Блогинг-2018». Участников форума, который продлится до 26 апреля, в Ингушетии ждет ужин на высоте 3000 метров над уровнем моря. Форум проводится по инициативе главы республики Юнусбека Евкурова. В первый день гостей ожидает поездка в сад-гигант, экскурсия к башне Согласия и на мемориал памяти и славы. А уже вечером участников форума ждет переезд в горную часть Ингушетии. В программе второго дня форума запланировано посещение красивейших мест Джейрасской долины, масштабная экскурсия по малонаселенным горным поселениям, историческим объектам и архитектурным памятникам. В планах у блогеров встреча и знакомство со старейшим жителем России Апазом Илиевым. Участников также ждут мастер-классы по приготовлению ингушских традиционных блюд, примерка национальных костюмов, народные танцы и песни в компании с артистами республики. В завершении форума блогеры смогут пообщаться с главой Ингушетии. Сейчас прервемся на короткую рекламу, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Пусть пасутся в другом месте. В Икажево разбирались с присвоением земли, отведенной под пастбище. Коза Дереза в исполнении мордовских актеров. В республику с гастрольным туром приехал творческий коллектив Русского драмтеатра. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск Home и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск Home. Назрань, улица Евлоева, 41. Вико, пить! Наследника! Родить! Поздравляю, папаш, мальчик у вас. Эй, Вико, живи легко! Эй! Продолжаем выпуск. Пройти флюорографию, не выбираясь в город, смогли жители отдаленного сельского поселения Акиюшт. В селе работала выездная медицинская бригада на специальном флюоромобиле. Подобные акции врачи там проводят уже не в первый раз. Хадя Бекпузарова продолжит.
Для семьи Точиевых это ежегодная процедура. Они тщательно следят за своим здоровьем, прекрасно понимая, что для хорошего самочувствия регулярное обследование просто необходимо. Эсет вместе со своими детьми уже прошли прием. Здесь, в Аки-юрте, очередь с самого утра. О том, что в селение приедет флюромобиль, узнали заранее. Конечно, для профилактики. Это обязательно надо пройти год один раз. И очень даже хорошо, что сюда приезжает, потому что не всегда получается поехать в больницу. И когда сюда машина приезжает, прям всем селом проходит. С удовольствием. Да, явка бывает там почти 100%, по-моему. В нашем селе тем более. Акция «Дыши свободно» проводится в республике на протяжении нескольких лет. В рамках мероприятия флюромобиль выезжает в села для обследования жителей, что создает в первую очередь удобство именно для пожилых людей. А нацелено оно на выявление туберкулеза. Но благодаря рентгеновому обследованию можно выявить и другие заболевания. К примеру, это раковые образования, диагностика состояния костей грудной клетки и позвоночника, проблемы с сердцем и все возможные заболевания легких. Мы можем сразу результат сообщить, сказать, есть ли патология, по крайней мере, грубая или нет. Я смотрю флюорограммы. И мы можем тут же на месте, бывает и консультация, в плане там подсказать что-то. Бывают кашляющие, приходят с какими-то другими болезнями. Они когда знают, что врачи приехали, хотят им помочь, конечно, и жалобы свои высказывают. Мы направляем, куда подойти, кому подойти, что им сделать. Как отмечают врачи, количество заболеваний и смертность от этой болезни в республике с 2018 года значительно снизилось. Лечение туберкулеза в наше время не является проблемой. И хотя этот процесс занимает около 8 месяцев, он дает положительные результаты. Главное не прерывать начатое лечение, чтобы заболевание не переросло в хроническую форму, излечить которую практически невозможно. А уберечься от этого недуга поможет ежегодная флюорография и соблюдение правил личной гигиены. Хади Бекбузарова, Магомед Русханов, Новости 24. Правительство России подготовило законопроект об увеличении госпошлин за оформление биометрических загранпаспортов с 3,5 до 5 тысяч рублей. Также повышена пошлина за выдачу водительских прав с 2 тысяч рублей до 3. В правительстве объяснили рост пошлин тем, что все эти документы нового поколения и нынешние сборы не покрывают всех расходов государства на их оформление. Поэтому чиновники и предлагают увеличить размеры госпошлин за выдачу загранпаспортов нового поколения с электронным носителем информации, водительских удостоверений и госрегистрацию транспортных средств. К одной из главных проблем современности можно отнести ситуацию на дорогах. К сожалению, сводки ГИБДД чуть ли не ежедневно пополняются все новыми авариями. Игнорируя правила дорожного движения, виновники ДТП рискуют как своими, так и чужими жизнями, а в лучшем случае получают травмы. В целях профилактики инспекторы ГИБДД проводят рейды по выявлению нарушений. Один из таких прошел в Малгобеке. Зелимхан Калоев расскажет. Госрегистрационные знаки, отсутствие водительского удостоверения, тонировка или вовсе управление автомобилем в нетрезвом состоянии – это не весь список нарушений, которые будут фиксировать сегодня сотрудники ГИБДД. С 3 часов дня на перекрестке в Малгобеке стражи порядка то и дело пытаются пресечь нарушителя, но герой, впрочем, не дает себя долго ждать. Через несколько минут сотрудники останавливают затонированную машину, против которого и составляется протокол. Но это далеко не первый нарушитель на сегодня. До вашего прихода были выявлены нарушения, такие как водитель управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Данный водитель уже составлен материал, собран весь материал, а также еще есть без водительского. Молодые ребята, которые вообще не имеют водительского удостоверения. Есть и такие нарушения. Есть без государственных регистрационных знаков. Такие рейдовые мероприятия стали чуть ли не ежедневными. Некоторые автолюбители к ним уже привыкли. И столь частое проведение им только в радость, поскольку такими же каждодневными бывают и ДТП на дорогах. Я считаю, что на дорогах должен быть порядок, правила. Они для всех писаны как бы. Тонировка, если она законом запрещена, то, я думаю, нужно придерживаться правил и соблюдать их, соответственно. Рейды, насчет как часто, да, бывает частенько, но
я положительно отношусь к таким рейдам. А тем временем в поле зрения следующий нарушитель с ребенком на переднем сиденье. О детском удерживающем устройстве здесь даже и не слышали. Стоит ли напоминать о печальной статистике? Из-за несоблюдения такого простого правила погибло по всей стране более 140 детей, а более 2000 получили ранения. Этот водитель на этот раз может отделаться штрафом в размере 3000 рублей. При других обстоятельствах все могло бы закончиться намного хуже. А вот Юнус Ювлоев, как водитель со стажем, некоторое поведение автомобилистов и вовсе считает недопустимым. Вообще, например, не то, что там за рулем в нетрезвом состоянии, вообще по жизни надо быть трезвым. Это просто-напросто мусульманам вообще как-то неприемлемо быть в нетрезвом состоянии, не то, что там за рулем. Выявление и пресечение грубых нарушений ПДД – вот одна из основных целей таких рейдов. Несмотря на все принимаемые меры, пока меньше нарушителей не становится, особенно в час пик. Но расслабляться водителям не дадут. Впереди еще не одно профилактическое мероприятие. Такие рейдовые мероприятия проводятся у нас согласно плана. В разных участках нашей территории, в разных районах и участках, городах. Такие рейдовые мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока наши водители не будут ездить по правилам дорожного движения. Впрочем, до завершения рейда еще далеко. Через несколько минут сотрудники ГИБДД начнут патрулировать по улицам Малгобека и Малгобекского района. Спрятаться от зоркого глаза будет сложно. Зелимхан Калоев, Магомед Урсханов, Новости 24. На горячую линию национальной телерадиокомпании «Ингушетия» поступило обращение от жителей села Икажево. Они пожаловали на то, что участок, отведенный главой Ингушетии под пастбище, теперь огорожен неизвестными людьми. В связи с этим они не могут пасти скот. В непростой ситуации разбиралась Светлана Томова. Классический пример самозахвата. По документам эта земля отведена под пастбище, но скот пастись тут больше не может. У этого земельного участка появился новый хозяин. Правда, о том, что именно он является владельцем этой территории, сельчане узнали только в прошлом году, когда предоставил пакет правоустанавливающих документов. Местные жители, в свою очередь, утверждают, что эту землю под пастбище им выделил глава Ингушетии. Баршал. Пастбище до тадрес. Цех даже что до каждого ворк бар дизель холш. Сакави набрали адир алхав. Вопрос здесь. Лят нагасны халуач дали. Злят халат цех баж нахбы. Лята дуалдиш. Земли икажевцам и вправду не хватает. В очереди на нее стоят более 3000 человек. Ну а подобные случаи не редкость в самом большом селе в России, где проживает свыше 30 000 человек. Жители негодуют, как им быть, если у многих семей единственный источник дохода – подсобное хозяйство. ترى نجواش وضاعنا حد سدار ضحم دوتش أفضل ديز وقت حتى بحكي شيء بيزن بوتش حل عتات سوق كيعتش دسوق صد برشيل سير دس الدعم أوتيش. Магомед Альдиев отмечает, что уже много лет все жители села используют этот участок на выпас скота. За это время многие пытались себе присвоить эти земли, но попытки были без всякого документального основания. Новый владелец, в отличие от остальных, имеет документально заверенное право собственности, потому они и надеются, что местная власть пойдет им навстречу и разберется в этом непростом вопросе. دودش خنب اوز داخل حتى مداخ سيدي هون لا تجد اوز حليتها يا اخي حلقه اقوياء وقت دقه وعشة من دقه دريس هذا ابيات دول ننتس يخ صدق دي حقول بنخ نقصنا حلقه مو اذا كنت ده دوس دوش اذا كنت ادل ديسخ. Проблема есть, и ее местные власти обещают решить в кратчайшие сроки. Земельные участки, захваченные незаконным путем, будут возвращены в ведение государства, отмечают представители администрации Назрановского района. Проверим, если документы будут соответствовать администрации сельского поселения, будет рассмотрен вопрос о переносе данного земельного участка в другое место. И, соответственно, вся эта территория будет замежевана и закреплена официально за администрацией
сельского поселения. Тем более, что данный земельный массив площадью 100 гектаров уже отведен в 2010 году администрации сельского поселения. Глава сельского поселения Икажева Магомед Башир Кациев отмечает, что в основном самозахват земли производится ночью, а администрация села не может везде успеть. Кациев обещает, что в ближайшее время постарается найти подходящий участок для нового владельца земли и обменять его. Таким образом, вопрос с пастбищем будет полностью решен. Ну а пока этот вопрос будет решаться, жители сельского поселения Икажева смогут беспрепятственно пасти свой скот на этом пастбище. Вопрос же земли местные власти обещают решить в течение нескольких месяцев. Светлана Томова, Майрбек Межоев, Новости 24. В Ингушетию с гастрольным туром приехал творческий коллектив Русского драматического театра Республики Мордовия. Актеры своим сказочным спектаклем порадовали сегодня учащихся школы-лицей города Магаз. В репертуаре сказка «Коза Дереза», «100 тысяч почему» и «Лиса-разбойница». На спектакле побывала и наш корреспондент Лариса Аздоева. Пока юные зрители дожидаются спектакля, актеры готовятся к выходу на сцену. Одни отпаривают костюмы, другие прогоняются по тексту. Ну и, конечно, разгружают декорации и настраивают оборудование. Заслуженная актриса Мордовии Наталья Королева признается, ее призвание – дарить детям радость и улыбки. Привезли 3 спектакля для зрителей. «100 тысяч почему», «Коза Дереза» и «Лиса-разбойница». Мы хотим порадовать ваших детишек. В вашем городе впервые. Очень понравилось. Мы вчера обошли весь город, и удивительный, цветущий, красивый. Сюжет сказки разворачивается в доме бабки и деда. Главная героиня – коза по имени Дереза. Она так и мечтает всех поссорить. И ей, видимо, это удается. Медведь палкой лупил меня толстую. На гастроли мы ездим часто, но так далеко выехали практически первый раз. От Саранска до Назрани 1500 километров. Это не просто сказка, а пособие, как поступать нельзя. Ведь благодаря хитрым уловкам козы Дерезы все в доме поссорились. Даже бабка с дедом, которые жили душа в душу. Знаешь что? Лучше без грошика, да с чистой совестью быть. Со своей совестью. А я в Назрань поеду, меня там возьмут. Это в рамках российского проекта «Большие гастроли». Мы делаем совместный проект с мордовским театром «Пукал». Они приезжают к нам, мы приезжаем к ним. Впрочем, здесь не только можно было насладиться игрой актеров. Особенно ответственно организаторы подошли к оформлению декорации, чтобы маленькие зрители на 1,5 часа окунулись в сказочную атмосферу. В спектакле используются необычные куклы на палочке, очень энергичные и подвижные. Над ними работали лучшие мастера Мордовии. Так и мы с бабкой, внучкой в тебе души не будем чаять, козонька. Мы тебя будем холить, лелеять, милая. Удивить и впечатлить актерам самых главных своих зрителей удалось. Алия Асканова сказку смотрела с особым интересом. Она уже понимает, что добро лучше всякого зла. Мне не понравилась больше всего коза. Она всех обманывала, я не хотела с ней жить. Мне очень интересно, как эти куклы двигались и как их двигали актеры. И очень хороший была сказка. Актеры творческого коллектива Русского драматического театра Республики Мордовия пробудут в Ингушетии еще 3 дня. Уже завтра они покажут спектакль «100 тысяч почему» на Назрани в 1 и 6 школах. Лариса Аздоева, Рамзан Миржоев, Новости 24. 23 апреля символическая для мировой литературы дата стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права. В этот день, в 1616 году, ушли из жизни Мигель де Сервантес, Инка Гарселаса де ла Вега и Уильям Шекспир. Отмечая Всемирный день книги и авторского права, все должны особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства. Среди самых популярных во многих странах мира традиционно это книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений мировых классиков литературы и различные культурно-развлекательные мероприятия. Существует еще одна традиция у сегодняшнего праздника. Ежегодно, начиная с 2001 года, в этот день называется город, которому присвоено звание мировой столицы книги.
Конкурс для повышения квалификации учителей. В студии искусств в Назрани прошел ежегодный смотр исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств, в рамках которого выступали скрипачи, пианисты, преподаватели народного инструмента и даже ансамбли. Подробности в сюжете. С самого детства Тамара Ильдиева тянулась ко всему, что ей напоминало клавиши. Интерес девочки заметила ее мать и решила отдать Тамару в музыкальную школу, в класс фортепиано. Далее девушка закончила музучилище, а сегодня она уже преподает в той же самой школе, которую посещала в детстве. Несмотря на то, что смотр исполнительского мастерства преподавателей – это своего рода состязание, Тамара признается, что атмосфера очень приятная, так как тут собираются люди, у которых одинаковые интересы. Им всегда есть что обсудить. Я в нем участвую, можно сказать, каждый год. Это как бы традиция у меня. Буквально сейчас шутили с преподавателями. Вот. Это очень хороший конкурс, мне кажется, потому что можно, например, если выбирать программу, да, я выбираю классику, которую мало кто играет, чтобы как бы просветить, как говорится, слушателя. Выступления не только сольные, были также и музыкальные ансамбли. В коллективной работе главное, чтобы каждый исполнял свою партию, иначе все может обернуться, как в знаменитой басне Крылова «Лебедь, рак и щука», где каждый тянул воз на себя. Как признается Ферая Кадырова, сложности возникали, но в итоге все получилось так, как было задумано. Интерес к музыке у нее появился еще в детстве, когда бабушка отдала ее в музыкальную школу. Преподает она с 2001 года и получает огромное удовольствие, обучая детей игре на фортепиано. Музыкант не может плохо выступить. Единственное, что вот волнение перед выступлением. А так все остальное. Нам нравится этим заниматься. Это наша профессия. Для многих учителей стало уже традицией участвовать в этом мероприятии. До сих пор оно проводилось в форме конкурса, но в этом году правила немного изменили. И сейчас оно проходит в виде смотра исполнительского мастерства преподавателей. Проводит его ежегодно с целью повышения квалификации учителей детских школ искусств. Ведь именно они занимаются взращиванием юных талантов. Для развития детей наших, для их профориентация, хорошая форма педагога очень важна, потому что только талантливый педагог, только педагог, который играет хорошо и личным примером может показать, как нужно играть, какие нюансы, какие оттенки, какие характеристики нужно соблюдать при исполнении тех или иных произведений, может сказать только развитый педагог, имеющий хорошую педагогическую форму, хорошую квалификацию. Ну а в конце мероприятия участников ждали дипломы и подарки. Хэди Бекбузарова, Адам Далаков, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.